Твое жилье, и ты побеспокойся о его сохранности. Страхование квадратных метров теперь будет обязательным. Как говорят в правительстве, необходимость в этом назрела давно, ведь Кыргызстан находится в сейсмоопасной зоне. Часто случаются оползни, а о несчастных случаях и говорить не приходится. По сообщениям Госфиннадзора, стоимость обязательной страховки жилья будет зависеть от места расположения недвижимости. Оплачивать страховку за дом в селе придется меньше, нежели в городе. Соответственно, если горожанин останется без крыши над головой, то сумма страховых выплат ему будет выше. В сельской местности минимальная сумма это будет 600 сомов. Это в месяц где-то 50 сомов, да, в целом может составлять. То есть, если в сельской местности ты застраховал свое жилое помещение или дом, и оно в связи с какими-то стихийными бедствиями сгорело или полностью сломался дом, да, то в сельской местности страховая компания возмещает 500 тысяч сомов. В городе это 1200 сомов и ответственность на 1 000 000 сомов. Если же владелец дома посчитает, что за эту сумму в случае беды невозможно будет восстановить дорогую отделку или само строение, но все-таки хочет гарантии на полное возмещение, он вполне может застраховать свое жилье на любую сумму. А вот заниматься всем этим будет государственная страховая компания, которая создана недавно, а ее филиалы сегодня открываются в регионах. Однако экономисты считают это неправильным. По их мнению, необходимо сочетать интересы не только государственной, но и частных, а также корпоративных страховых компаний. Да и данный закон, считают они, станет отправной точкой новых коррупционных схем. Прежде всего, связано это с тем, что сейчас, может быть, даже уже люди, которые готовились, имеющие на руках свои деньги, бизнесмены, они выкупили те дома, ветхие дома, которые могут быть или подлежат сносу, и их оформляют через государственное страхование. Потом от государства получает это соответствующие деньги, снимает тот дом и построит вместо него, значит, как говорится, новые дома, и потом начинает продавать. То есть, естественно, это будет использовано в интересах частного бизнеса. В избежание подобных афер со стороны населения, считают экономисты, необходим тщательный госконтроль. Тем не менее, закон о страховании жилья вступит в силу уже в феврале. А застраховать квадратные метры, что называется, на добровольной основе, можно будет до июня этого года. После же за отсутствие полиса извольте заплатить штраф. А вот его сумма пока не утверждена. Как сообщили в Госфиннадзоре, вопрос об административной ответственности сейчас как раз на рассмотрении в Кабмине. Анастасия Соболева, Александр Симонов, НТС.